Как, нарушив правила дорожного движения, не лишиться прав, в Кыргызстане знает каждый водитель. Несмотря на то, что инспекторам запрещено брать штрафы на месте, автолюбители предпочитают договариваться сразу. Дать взятку выгоднее, чем выкупать права официально. Бахтияр Валитов подсчитал, что на улаживание мелких недоразумений даже при аккуратной езде уходит около $100 в год. И дешевле намного заплатить на месте. Это выходит, что 100 сомов проще отдать, чем поехать 300 сомов, 300 с копейками, платить в очереди стоять, там же в ГАИ. Не менее коррумпирована система образования. Проблема настолько масштабна, что вынесена на обсуждение Совета Безопасности. В институтах и университетах сессия. Нерадивые студенты знают, как, не утруждая себя написанием рефератов и походами в библиотеки, получить зачет или экзамен. Заплатил преподавателю, и в зачетной книжке стоит нужная оценка. Дошло до того, что сессию умудряются сдавать дистанционно, находясь за пределами республики. Мы в дальнейшем, наверное, будем проводить в этом направлении огромную работу насчет мертвых душ. Сами находятся в Казахстане или в Российской Федерации, высылают через Юнистрим деньги на имя ректората или деканата и благополучно сдают все экзамены, там, зачеты. И через 5 лет великолепно получают диплом. По данным антикоррупционного ведомства Кыргызстана, именно в системе образования больше всего злоупотреблений и фактов взяточничества. По результатам проведенных в республике исследований и опросов составлен рейтинг государственных ведомств, где действует система несанкционированных поборов. Уровень коррупции у нас в республике, например, в системе образования, в системе здравоохранения есть. И третье место занимает правоохранительные органы. За прошедшие 2 года количество жалоб кыргызстанцев на проявление коррупции выросло почти в 2 раза. Однако до суда доходит все меньше уголовных дел, возбужденных по фактам взяток и казнократства.